أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Иногда истории околдовывают и оставляют большой след в душе, так как в них есть назидание и польза. Мы проживем эти передачи вместе с прекрасными историями. Они не вымысел и не просто чьи-то слова. Это слова Господа миров и того, кто призывал к наилучшему пути. Каждое мгновение этих передач мы проживем вместе с прекрасными историями. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها وكذا بهادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى أن الحياة تجارب ومواعظ والنيل في طلب السعادة بالتقى فاقرأ بها خبر الحياة مواعظا وافهم بها سبل السعادة والرضا مر على أثر لها متدبرا سنن الإله على Истории о праведниках. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Дорогие братья и сестры, мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Добро пожаловать на нашу новую передачу из цикла передач, в которой мы будем рассказывать поучительные истории из книги Аллаха Всемогущего и Великого, из сунны нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и из того, что упоминают ученые, и истории из их жизни. Мы рассказываем это только для того, чтобы они принесли пользу. Сегодня мы расскажем 3 истории, о которых нам поведал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Рассказывая их, он хотел, чтобы они принесли пользу и стали назиданием для нас. Мы расскажем вам эти истории и укажем на то, в чем их польза и назидание. Что касается первой истории, то пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывал, что однажды, в стародавние времена, по пустыне шел человек. И здесь не так важно, кем он был и когда это происходило, а важно то, что произошло, и что является назиданием. А не то, в каком уголке земли, в горах или в пустыне, или в какие времена, это не важно. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывал только то, что приносит пользу. В то время, когда человек шел по пустынной земле, над ним пронеслось облако. И он услышал голос внутри него. Представьте себе, что вы идете по пустыне, как вдруг слышите голос внутри облака. Удивительно, не правда ли? И когда человек слышит голос в пустыне, то это пугает его, то есть никого нет, и тут такой голос. Но тут уже ничего не поделаешь. И он говорит: я услышал голос внутри облака, который сказал: «Араси сад такого-то, человек по имени такой-то, фулян». Этот человек испугался. Кто-то говорит: кто же это разговаривает? Кто же повелел оросить сад такого-то? Смотрите, он не говорит сад Халида, Абдуллы, Абдурахмана. Он говорит: «Араси сад раба Аллаха». Араси сад того, кого зовут такой-то, фулян. Он говорит. Как только человек начал размышлять, он увидел, как облако двинулось и направилось в определенную сторону. Этому человеку стало интересно, и он решил узнать, кто это такой-то, действительно ли это является истиной, то, что он услышал, или ему это все просто показалось. Он не знает. Он поспешил по направлению облака, посмотреть, куда же она пойдет. И когда облако направилось к нужному месту, прогремел гром, а затем начал литься дождь. Он говорит: я увидел, как вся вода собралась в одной из долин. Вся вода собралась в одном месте, а затем потекла по каналу. Этот человек начал преследовать поток воды, чтобы узнать, куда же она пойдет. Он должен узнать, этот голос, слышал ли он его действительно, или все это ему показалось. И он поспешил, как вдруг увидел, как вода подошла к одной из плантаций. Плантация в пустыне, где сады, фрукты, плоды, все это в пустыне.
Туча направляется к ней, и идет дождь. Странно, не так ли? Он говорит, и тут вода доходит до этой плантации. И там человек, который направляет воду в свой сад. И в итоге поливает весь свой сад. Он говорит, я подошел к нему и поздоровался с ним, и спросил, кто хозяин этой плантации? Он отвечает, я хозяин этой плантации. Хорошо, а как же тебя зовут? Он говорит, меня зовут Фулян, такой-то. То же самое имя, которое он услышал с небес. И именно тогда он убедился, что это был один из ангелов. Ангел приказывает облаку, чтобы оно направилось в сад такого-то, и пролило над ним дождь. Только тогда человек убедился, что то, что он слышал, было на самом деле, и понял, что это не было иллюзией. Ангел приказал облаку пролить дождь именно на плантацию этого человека, из всех прочих плантаций, выбрав именно его сад. И говорит, я рассказал ему о случившемся, и он сказал мне, зачем же ты спросил мое имя? Какая тебе разница, как меня зовут? И он рассказал ему то, что он услышал, и сказал ему, я прошу тебя ради Аллаха, скажи мне, пожалуйста, почему среди всех людей облако пролило дождем именно на твою плантацию? И мужчина сказал, что касается того, что ты меня уже спросил, то ты уже получил на это ответ. Тогда, когда ты увидел все это своими глазами. И я не в состоянии скрыть этого. Далее он продолжил. Я возделываю эту землю, и полученное делю ровно на 3 части. То есть полученный урожай он делит на 3 части. И он говорит, 1/3 части я кормлю себя и свою семью. То есть моя семья содержится на 1/3 части в течение всего года. Что же касается второй части, то я раздаю ее в качестве милостыни. То есть я раздаю в качестве милостыни ровно столько же, сколько я оставляю и своей семье. Мы и бедняки едим поровну. 1 часть для моей семьи, 2 часть для бедных и нуждающихся. То есть мы и бедняки живем совсем одинаково. Мы едим так же, как они. Что же касается последней части, то я сажаю ее обратно в землю. Необходимо оставить эту часть, чтобы посадить еще раз, чтобы плантация продолжала давать урожай. И так не подчинилось бы ему то облако, и не пролило бы дождем на его сад, если бы он не был человеком, творящим добро, раздающим милостыню. Если ты сделаешь добро, то непременно найдешь его. Если ты сделаешь добро, ты получишь вдвойне. И чем больше человек дает милостыню, тем больше он получает денег. От милостыни человек никогда не становится бедным. А наоборот, любая милостыня приумножает богатство и благословляет его. Аллах порицает ростовщичество и принимает и приумножает милостыню. И Аллах посылает благословение на имущество, дающего милостыню. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. Посмотри же, какой след оставляет милостыня. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Видели ли вы, какое чудо свершилось с тем человеком, который расходовал свое имущество на пути Аллаха? Он давал милостыню, как Аллах помог ему. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Этот человек не знал, что ангелы подчинили облако ради него. Однако Аллах, всемогущий и великий, показал ему, чтобы он довел до него это, и чтобы укрепить его на религии Аллаха. Достоинство милостыни очень велико. Достоинство расходования на пути Аллаха огромное.
Сколько же мы знаем сегодня людей, которые расходовали из своих имуществ, как Аллах исцелил их, но он не знает об этом. Он не знает, что Аллах излечил его благодаря милостыне, которую он дал много лет тому назад. Однако так оно и есть. То есть милостыня является причиной этому. Сколько же из людей раздавали милостыни? И если бы он не раздавал милостыню, то, может, он попал бы в автокатастрофу. Вот какое значение имеет милостыня. Она бережет человека, его детей и приумножает его богатство. И тому, кто уповает на Аллаха, достаточно его, ведь Аллах доводит свое дело. Какое же отношение этот человек имеет к нам? Воистину, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывает нам эту историю, чтобы вызвать у нас желание и стремление раздавать милостыню, чтобы мы стремились совершать добрые дела. Он не потребовал от нас, чтобы мы раздавали 1/3 часть нашего имущества. То есть, если кто-то имеет 1000 динаров, к примеру, кто же из нас отдаст 333 динара в качестве милостыни, 333 оставит для своей семьи и 333 вкладывает в свой бизнес? Кто же из нас так поступает? Сегодня, к сожалению, тот, у кого есть 1000 динаров, дает 20 или 30 как милость. И даже если он дает 1 динар из 1000, то он тоже считается щедрым. Но расходование на свою семью, на детей, если человек оставляет 1/3 часть, то это также является милостыней. Тогда получается, что этот человек раздает в качестве милостыни 2 части урожая. 1 часть расходует на бедняков, 2 на свою семью. А самой лучшей милостыней является то, что мы расходуем на свою семью. И все это является милостыней. Что же касается последней доли, которую он оставляет на следующий посев, то это чтобы сохранить милостыню плодов. И так получается, все свое имущество он расходует на пути Аллаха. И это указывает на то, что в мире происходят чудеса, посредством которых Аллах оказывает честь праведным рабам, хоть они и не являются пророками. И одним из чудес является тот человек, которому Аллах Всемогущий, Он и Великий, подчинил облако. В следующей истории, которую передал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также говорится о человеке, жившем очень давно. И в этой истории не столько главное, когда это происходило и с кем это случилось. Это история о праведном и благородном человеке, который хотел купить землю. То есть благородный человек захотел купить дом, землю, и пошел к человеку, который владел землей, у которого была плантация, и купил у него эту землю. Прошли дни. Человек обрабатывал землю, копал, строил на этой земле, выращивал посевы, строил себе дом. И в то время, как этот человек копал свою землю, он вдруг натолкнулся на сундук. Выкопав его, он поставил его перед собой, открыл, а он был полон золота, серебра, драгоценностей и всего прочего. То есть он нашел клад. Он нашел клад в земле, которую купил у того человека. Кто-нибудь знает о нем? Нет. Никто не знает. Он купил эту землю или нет? Да, он купил. Это он нашел клад или кто-то другой? Да, это он нашел клад. Так, земля принадлежит ему, он сам нашел клад, и в итоге никто его не видел, кроме Аллаха, Господа миров. И как же поступить этому человеку? Представьте себя на его месте. Вы купили землю и нашли в ней клад. Что бы ты сделал, о раб Аллаха? В то время как ты знаешь, что этот клад может изменить всю твою жизнь, и, возможно, ты проживешь на эти деньги всю свою жизнь. Что бы ты сделал? И как бы ты поступил на его месте? Подумайте. Что сделал этот человек? Оставил ли он клад для себя? Даже если человек знает, что Аллах его видит, это может быть разрешенным для него. Возможно, в этом не будет ничего предосудительного. Он может взять этот клад и удовольствоваться жизнью. Но как же поступил этот человек? Что же он сделал с этим кладом? И что же сделал прежний хозяин этой земли с этим кладом? Немного погодя нас ждет еще и третья история, которую передал нам пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Обо всем этом мы поговорим в этой передаче, соизволения Аллаха, Всемогущего и Великого, после небольшой паузы. Поскольку этот человек был праведным и богобоязненным, который боялся своего Господа, Всемогущего и Великого, который не желал и избегал сомнительного в своем имуществе, он взял этот клад и пошел прямо к первому хозяину. Поздоровавшись с ним, он сказал: «Этот клад принадлежит тебе».
Тот спросил, что? Что это за клад? И почему он принадлежит мне? Тогда он рассказал ему, я копал землю и нашел его в земле. Он ответил, нет, нет, нет. Гляньте, насколько же это удивительно. Не только то, что сделал этот человек, но еще удивительные действия первого хозяина. Он ответил, нет. Почему же он принадлежит мне? Я продал тебе эту землю и то, что находится в ней. Это твоя земля, и все, что в ней, принадлежит тебе. Вернулся ли этот человек с кладом обратно к себе домой, потому что он является для него дозволенным? К примеру, некоторые люди говорят, такой-то сделал для меня это дозволенным. Это даже может быть кладом. Этот человек был очень богобоязненным. Тот ему сказал, я делаю его для тебя халялем. Клад принадлежит тебе. Он говорит, нет, клад принадлежит тебе. Тот говорит, нет, клянусь Аллахом, он твой. Нет, я купил землю, а не то, что в ней. Возьми это, и мы спокойно расстанемся. Но прежний хозяин говорит ему, я тебе говорю, клад является дозволенным для тебя. Этот толкает сундук к нему, тот толкает его обратно. Какими же были эти люди? И между ними произошло разногласие. И оба они хотят, чтобы клад получил тот, кому он принадлежит. И дело очень серьезное, это не шутка. И вот они оба идут к судье и жалуются друг на друга. О, судья, этот хозяин земли хочет, чтобы я взял клад. Каковой же была эта община? Какая же у них богобоязненность? Судья выслушал одного, и он привел сильный довод. Выслушал другого, и у него также были сильные доводы. Судья сказал одному из них, возьми клад, я не хочу. Ну тогда ты? Нет, и я не хочу. Судья был справедливым человеком, мудрым, и он спросил хозяина земли, есть ли у тебя сыновья или дочери? Тот ответил, да, у меня есть одна дочь. Тогда он спросил того, кто продал эту землю, а у тебя? У меня один сын. И тут судья говорит, как вы думаете, если поженить ваших детей и расходовать на них эти деньги, и это обеспечит им счастливую жизнь? И тот и другой приняли такое предложение судьи и поженили своих детей, и те жили счастливой жизнью благодаря этому кладу. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывает эту историю, объясняя нам, что есть народ и есть люди, сердца которых испытывают страх перед Аллахом, которые не принимают хоть даже динар харама, называя запретное запретным, дозволенное очевидно, и запрещенное очевидно, а между ними океан сомнительного. И они отказываются от него. Их души преуспели, сердца их непорочны, и поэтому каждый из них побоялся взять что-нибудь из этих денег. Итак, третья история. Это история о человеке, который жил давным-давно. И одному Аллаху известно, какие же были это времена. И это даже не столько важно. Один человек захотел взять у своего брата по религии определенную сумму денег. И как передается в рассказе, это произошло с сыновьями Израиля, как пришло в преданиях. Итак, человек захотел взять у своего брата определенную сумму денег. Он приходит к нему и говорит, «Не мог бы ты мне одолжить 1000 динаров?» Тот ответил, «Да, я смогу. И нет проблем. Эти 1000 динаров я отдаю тебе просто в долг, без процентов. Только приведи свидетелей. Я хочу, чтобы этому были свидетели. Приведи мне их». И этот человек говорит ему, «Воистину, свидетелем между тобой и мной является Аллах, всемогущий Он и великий». «Хорошо, Аллах самый лучший из свидетелей. Я согласен на это». И говорит, «Тогда приведи мне поручителя, который должен будет вернуть мне деньги в случае, если ты не сможешь вернуть мне их». Он говорит, «У меня нет поручителя. Моим поручителем является Господь миров». Он говорит, «Хорошо. Довольно того, что Аллах является поручителем, довольно того, что Аллах является свидетелем, и довольно того, что Аллах является поручителем. Нам велено и является желательным записывать любой долг. Однако, как этот человек является праведным, так и тот является хранящим верность, и они решили не брать никого в свидетели и никого в поручители. Он дал ему 1000 динаров до определенного срока и сказал, «В такое-то время ты возвращаешь мне деньги?» Тот ответил, «С соизволением Аллаха». Они живут в разных городах, и их разделяет море. Один живет на одном берегу, другой на другом. Когда же пришло назначенное время, в день, когда нужно было вернуть деньги,
Ему нужно было пойти к берегу моря, и он сказал тому, у кого он брал деньги: «Я приду на это же место. Я живу на другом берегу. В такой-то день и в такое-то число. Я приду на это же место и передам тебе 1000 динаров». Тот сказал: «Нет никаких проблем, и Аллах тому свидетель». Когда же наступил этот день, тот, который занял деньги, живший на другой стороне моря, собрал 1000 динаров и пошел к берегу, чтобы передать эту сумму тому, у кого он их занял. Однако, пока он ждал, не пришел ни один корабль. Не было даже одной лодки. Так было предписано. Каждый день приходили корабли, но именно в этот день не было ни одного корабля. Что же ему делать? Как же ему теперь поступить? Поскольку он боится Аллаха, ему необходимо вернуть долг. И именно сейчас все прощается рабу. Если он умрет шахидом, кроме долга, шахиду все прощается, кроме долга. Долг имеет серьезное место у Аллаха. Что же ему делать? И как ему поступить? Он начал нервничать. Скоро зайдет солнце. Что же мне делать? Он хочет отправить 1000 динаров. Ведь на другом берегу ждет его человек, чтобы получить их. Но с той стороны не приплывает ни один корабль. И он не может передать деньги. Тогда он берет небольшой кусок дерева, так как он очень боится, однако не теряет надежду и верит, что Аллах не бросит его. Он взял небольшое бревно, смог сделать в нем небольшое отверстие, завернул деньги и положил их туда. Также он написал письмо на кожаном свитке о том, что эти деньги от такого-то человека к такому-то, чем я возвращаю свой долг. И я обращаюсь за помощью к Аллаху и уповаю в этом на Аллаха. Итак, он кладет 1000 динаров в это отверстие, письмо внутрь бревна, закрывает его сверху и бросает это бревно в море, поручив дело Аллаху Святу на Велик. Что же касается человека, который ждал своих денег на другом берегу, то он не получает их. У него нет никакого доказательства, у него нет свидетелей, и у него нет поручителя. Однако он доверился ему, так как он праведный человек. И он говорит про себя: «Где же мои деньги?» Он не пришел с ними, он не стал ничего делать. Когда солнце стало заходить, ему стало ясно, что должник не придет. И он решил вернуться обратно домой, к своей семье, без 1000 динаров. И когда он хотел вернуться, он увидел куски дерева, которые приплыли к берегу моря. Он собрал дрова для своей семьи, чтобы растопить печку и приготовить еду. И среди этих дров лежал тот кусок дерева, который приплыл с того берега на этот берег. По воле Аллаха он собрал дрова и пришел домой. Когда же он стал их колоть, чтобы развести огонь, как вдруг разбил тот самый кусок дерева и обнаружил в нем сверток. Что же это за сверток? Он открыл его, а в нем 1000 динаров. Он нашел письмо в нем. Это было письмо того человека к нему, оправдывая свою добросовестность перед Аллахом, всемогущим и великий. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Так как он был верным, правдивым, так как он исполнил свое обещание, великий и всемогущий Аллах не бросил его. Он был правдив, и великий и всемогущий Аллах был правдив с ним. И этот человек после этого решил собрать еще 1000 динаров, полагая, что деньги могли не дойти. Так как он был человеком верным, он собрал еще 1000 динаров и пошел к берегу в другой день. И в этот день туда прибыл корабль. Он сел на него и переплыл на другой берег с опозданием. Встретив того человека, он начал извиняться перед ним за то, что он опоздал. Он отдал ему 1000 динаров, и хозяин этих денег спросил его: «Разве ты не отправлял мне 1000 динаров до этого?» Тот ответил: «Да. Я отправил 1000 динаров, положив их в кусок дерева, и бросил его в море, уповая в этом на Аллаха, и не знаю, что с ним случилось». Он сказал: «Ты можешь радоваться. Великий и всемогущий Аллах привел их ко мне. Кусок дерева дошел до меня, и Аллах отдал тебе то, что ты хотел. Так возьми же свои 1000 динаров, ибо твоя верность дошла до меня».
Сколько же сегодня людей, когда берут у кого-то деньги в долг, не возвращают их ему? Сколько же людей в наше время неверны и ненадежны по отношению к своим деньгам? Или же по отношению к деньгам других людей? Сколько же в наше время людей ущемляют права других людей? Поскольку этот человек был правдивым с Всевышним, великий всемогущий Аллах был правдив с ним и оказал ему помощь. И признаками людей, уверовавших, является то, что они оберегают вверенное им на хранение и соблюдают договоры. Это те рассказы и назидания, которые мы извлекаем из хадисов пророка, да благословит Аллах его и его семью и приветствует, и встречаем в Коране и Сунне. До скорой встречи на следующей серии передачи с соизволением великого и всемогущего Аллаха, с новыми рассказами. Я прошу Аллаха, чтобы Он сохранил вас. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение.